Когда служба трудна, но важна. Праздник, организованный для прекрасной половины человечества, хороший повод получить порцию положительных эмоций, а для женщин военных повод расслабиться, услышать заслуженные теплые слова от коллег и получить подарки. Министр обороны перед официальной речью, глядя на гостей в зале, отметил, насколько прекрасна каждая. Владимир Ануа выразил признательность и чувство глубокого уважения за поддержку и теплоту, которой они наполняют окружающий мир. Много ролей и задач лежат на хрупких женских плечах: сохранение домашнего очага, воспитание детей и в целом благополучие семьи. Министр отметил вклад женщин в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Особые слова благодарности женщине, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны. Мы гордимся тем, что в трудные для Родины времена вы становились в общий строй с отцами, мужьями, братьями, сыновьями, чтобы героически защитить свою Родину, свою страну, ее свободу и независимость. Вы выстояли в суровое время, самоотверженно трудились в тылу, мужественно переносили испытания. Примите от нас низкий поклон. Выражаю самую глубокую благодарность всем матерям, чьи сыновья охраняют наше Отечество. С особыми словами признательности я хочу обратиться к женщинам, связавшим судьбу с защитниками Родины, разделяющие с мужьями все тяготы лишения военной службы. Владимир Ануа в знак благодарности за безупречную службу ряду женщин военнослужащим вручил медали Минобороны. Медалью за безупречную службу первой степени награждена Анна Шакрыл. Анна – майор, работник воинской части. Как оказалась в этой неженской профессии, уже не вспомнит. Говорит, что судьба так сложилась, тем более, что во время грузино-абхазской войны она была в одном из гагарских батальонов в составе медицинской службы. Женская все равно профессия в армии, она более упрощенная, чем мужская. Конечно, они с трепетом всегда носятся, и делают поблажки иногда, но все равно требовательные в меру, чтобы окружающих мужчины все делали для того, чтобы погода в доме была хорошая. Это зависит от женщины. Ну и терпения, наверное, любви, внутренней гармонии. Медалью за поддержание мира в Абхазии министр наградил Наиру Тарба, Хатуну Харибава и Мадину Дбар. Медали 30 лет Министерства обороны удостоены 7 женщин военнослужащих. Медали 25 лет Минобороны 7 человек. Капитан Нина Квиквискири работает в оборонном ведомстве более 17 лет. Она психолог управления боевой морально-психологической подготовки. Говорит, что работа интересная, а главное нужная. Мы, психологи, работаем с личным составом, с солдатами, также и с офицерским составом. Занимаемся диагностической работой, консультативной работой, это когда индивидуальные консультации. Проводим коррекционные, развивающие работы, тренинги психологические. И что офицерам, и что солдатам эта работа очень нравится по душе. Они с большим удовольствием приходят на наши занятия. Трудностей я никаких не ощущаю. Мне очень комфортно со своим коллективом, мужским коллективом, где 10 человек мужчин. Они с теплотой, с большой душой относятся ко мне и всегда встают рядом, помогают. Военно-духовой оркестр Минобороны открыл праздничный концерт с исполнением абхазского марша номер 1. В этом многозвучании оркестра лишь самый внимательный услышит ноты флейты пикколо. Этот духовой инструмент самый высокий по звучанию. Играет на нем Анастасия Курочкина. В военно-духовом оркестре Минобороны она работает давно. Говорит, что особенно приятно, когда их коллектив выступает на важных для республики мероприятиях. Самые важные мероприятия – это парады, посвященные Дню Победы 30 сентября. Это самые для нас сложные и самые важные мероприятия. Торжественная встреча для женщин-военнослужащих в Минобороне – традиция 30-летней давности. В этот раз, как и всегда, со сцены выступили со стихами, песнями, а курсанты военного училища показали забавные сценки. Было важно подарить уважаемым дамам праздничное весеннее настроение. Асида Малия, Зауркварчия, Абхазское телевидение.